оценивать, да, работу каждой группы. Давайте определим критерии оценивания. По каким параметрам мы будем оценивать выступление каждой группы? Давайте определим. По каким же параметрам мы будем оценивать выступление каждой группы? По каким параметрам? Ну, по каким параметрам? Да, использование факторов, да? Говорите громче, ребята, не стесняйтесь. Использование факторов. Так как у нас урок истории, поэтому дополнительных источников, да? Факторов. Хорошо. За это мы поставим сколько баллов, ребята? За этот параметр? 2? Хорошо, 2 балла. Погромче. Еще. Доступность, да? Хорошо. За это мы поставим, давайте, ребята, сколько? 3 балла. Хорошо. 3 балла. Оцениваем. И давайте третий критерий давайте выберем. Еще какой критерий мы выберем? Правильно. Правильно данная информация. А еще? Донесение, да? Донесение до аудитории. Хорошо, отлично, умнички. Донесение до аудитории. Следующий. Пожалуйста, за это поставим мы 4 балла. Хорошо. Итак, мы определили баллы. Каждый внимательно слушает группу. И мы поставим в конце у нас будет взаимооценивание каждой группы. У нас определены критерии оценки. Итак, пожалуйста, начнем. Давайте с группы Хана Абу-Хаира. Пожалуйста. Группа Хана Абу-Хаира готовит свое выступление в форме письма. Оно будет адресовано Ане и Иоанновне, где будет говорить о причинах присоединения. Хорошо, пожалуйста, давайте все внимательно обратим на выступление и будем не забывать о критериях оценки. Пожалуйста. Тяжелая затяжная война в Шунгаре, хоть закончилась решительной победой международного ополчения, но успех все же не был закреплен. Междусобная борьба ханов и султанов привела к тому, что вскоре в нее была втянута и Российская империя. Последний искал удобный случай о присоединении Казахстана к России. В 1730 году влиятельные люди младшего Жуза поручили Абу-Хаиру хану, чтобы вести переговоры с Российской империей о заключении Северного союза. А может нам попросить военной помощи у Российской империи? Да, верное решение. Что нам даст этот союз? Во-первых, приостановит набеги калмыков и башкиров. Во-вторых, улучшит положение казахов. И в-третьих, самое главное, даст отпор Джунгару. После этого Абу-Хаир хан, все обдумав, решил написать письмо императрице Российской империи Анне Иоанновне. Как только он написал свое письмо, он позвал своих послов Сейфула Худавулы и Худуманета Куштайлы. И отправил их с просьбой доставить письмо к императрице Анне Иоанновне. Мы бы хотели пригласить группу Анны Мирзон. Письмо хана младшего Жуза Абу-Хаира хана к Анне Иоанновне с просьбой принять его с подвластными его людьми в подданство 8 сентября 1730 года в Петербурге. Величайший, благородный, богатой и умной обладательницы многих земель, Ее Величество, государыня императрицы, ежедневно, ежемесячно и ежегодно желаем Божьей милостью, благополучного государствования. Наше заявление к вашему Величеству состоит в том, что с подданным вам башкирским народом, который находится за Уралом, у нас близких отношений не было. Желая быть совершенно подвластным вашему Величеству, я посылаю своего посланника вместе с вашим подданным Алдарбаем. Этот Алдарбай требовал посланника от нас к вашему Величеству, и поэтому мы, Абу-Хаир хан, подвластным ее многочисленным казахским народом Среднего и Малого Жуса, все преклоняемся перед вами, являемся вашими слугами и все вместе с простым народом башкирского желаем вашего покровительства и ожидаем вашей помощи, чтобы с подданным вам башкирским народом, находящимся за Уралом, жить в согласии. Желаем вам всякого благополучия и будем вашими подданными. Прибыло казахское посольство. 19 февраля 1731 году императрица Анна Иоанна была подписана грамота о том, что младший Жуз теперь в подданстве у Российской империи. Мы, великая государь, тебя, киргизско-исанского Абу-Хаир хана, старшины и все киргизско-исанское войско, пожаловали, повелели по прошению вашему вступить в подданство. И поэтому подлежит вам хану и всему войску касательно. Первое. Обещаете с нашему императорскому величеству служить верно и платить исак так, как служат башкирты. Второе. Чтобы от подданных российских обид и разорения вам никакого не было.
возвратить, а вы обещаете взятых россиян вернуть. И башкирцами, и с калмыками быть вернуть. Значит, с самой стороны было бы. Таким образом, цель последующего присоединения Казахстана к России заключалась в получении земель, богатых металлами, мехами и другими ресурсами, а также в надежной защите восточных окраин государства. При Петре I в начале XVIII века сформировались основные направления по отношению к Средней Азии и степям Казахстана. Петр I считал Казахстан ключом и вратами ко всем азиатским странам и землям. Так, третья группа, пожалуйста. Группа Тихонова. Вы выступаете тоже в виде обращения к вашему мужу. Пожалуйста, что же происходило дальше? Так, мы посмотрели, что Анна Иоанновна подписала грамоту, да? Пожалуйста, дальше. Для начала мы бы хотели пригласить хана Абухаира из первой группы. Для приведения казахов к царской присяге Российская империя отправила в младший ЖУЗ дипломата Алексея Ивановича Тевкелева. Тевкелев – российский дипломат, который также участвовал в подавлении башкирских восстаний. Он был послан царицей Анной Иоанновной в младший ЖУЗ для приведения казахов к царской присяге. Здравствуйте, соседи дорогие! Пришли мы к вам не с пустыми руками, а гостинцы привезли вам, шубы дорогие. Анна Иоанновна всячески передавала всякие гостинцы, шубы ханам младшего ЖУЗа. Когда вы, Кайсаки, на подвиг великой матушке Руси придете, ибо много причин у вас народ, Джунгары нападают. Где это видано, чтобы мы, казахи, под чьей-то властью были? Родились мы на этой земле и умрем мы тоже тут. Но в нашей великой степи произошла беда. На нас со всех сторон нападают джунгары. Нам нужно выбирать какое-то решение, а единственный выход – это принять подданство России. Вызвало казахов. Они посягают на нашу независимость. Большая часть степной знати была против присоединения младшего ЖУЗа к Российской империи. Но, тем не менее, у них не было выбора. 10 октября 1731 года в урочище Майтюбе 29 старшин и хан Абухаир подписали грамоту о принятии младшего ЖУЗа к Российской империи. Отлично. Пожалуйста, четвертая группа. Историки нам подписывают. В итоге всего этого процесса, этого исторического события. 2 минуты вам тоже. Каждый после 2 минуты мы уже знаем, да? Время выступления, пожалуйста. Не забываем оценивать. Не забываем оценивать. Пожалуйста, давайте мы карту. Саша, если можно вас сюда. Пожалуйста. Давайте, ребят, послушаем. Присоединение младшего ЖУЗа к казахскому ханству. Правители Средней Азии усмотрели ослабление позиции ислама. Конфликты между башкирами, калмыками и казахами не прекратились. Хан Абухаир становится ханом только с младшего ЖУЗа. Хан Абухаир начал терять свой авторитет. Также Россия не помогла в борьбе против джунгар. Царизм получил возможность решительно проводить политику колонизации казахских земель. Также в 1740 году в Средней Азии за Абухаиром российское подданство приняли Абулмамбет и Абулай Султан. Средний ЖУЗ тоже принял, да? Часть среднего ЖУЗа. Реки Ертес были построены в 1716 году Ямшевская и Омская крепость, В 1717 Железинская крепость в 1718 Семипалатинская крепость, и в 1720 году Руськая Миловская крепость. с 1744 по 1748 года вдоль реки Жаек были построены такие крепости, как Сахарская, Горская, Калмыковская, а также многие другие. Все они с какой целью были построены? Цели построены с целью защиты от врагов, однако народ был недоволен, что люди занимают земли и также занимают налоги за построение. Хорошо, отлично. Итак, ребята, умнички. Итак, ребята, пожалуйста, я вам даю буквально 10 секунд, быстренько оцените работу каждой группы. Быстренько, 10 секунд. Оцените. Вот у вас критерии на доске записаны быстренько. И каждой группе мы предоставим наши оценки. Оцените.
Начните работу каждой группы, третий цикл, пожалуйста. Не забываем о критериях, у вас на доске эти критерии. Пожалуйста. Да. Готовы? Баллы поставьте. Рядом критерии и пишем баллы. Пожалуйста. Это оценка в группе Второго, третьего и четвертого. второго, третьего, четвертого. Почему вы решили, что они на высоком уровне выступили? По вашим Потому баллам. что они- Давайте послушаем. Все Послушаем. было доступно, все они рассказали, все было понятно, четко. О чем идет, да, речь? Да. Хорошо, отлично. Ваша группа, ваша оценка. Пожалуйста, Саша. Ваша оценка. Все прям в общем слова. Я думаю, что все группы выступили очень ярко и доступно. Также все было понятно и множество фактов уже разъяснилось. Множество году без фактов не вспомню. Хорошо, отлично. Ваша группа, пожалуйста. Всем группам мы поставили по 9 баллов, так как в нашей группе было все понятно и доступно. Доступно. Хорошо. И ваша группа. Я считаю, что все они заслужили высокий балл, так как они полностью раскрыли свою тему. Все, вы тему. Отлично. Давайте мы попробуем. Хорошо. Итак, ребята, мы на начале урока поставили цели на сегодняшний урок. Каждый для себя. Пожалуйста, вернитесь к этим стикерам и напишите пару слов. Достигли вы этих целей или нет? И, пожалуйста, я прикреплю на доску дерева, где я вам предлагаю на это дерево прикрепить ваш, значит, достигли вы этих целей или нет на сегодняшний урок. Было ли все вам понятно? Что вам осталось все-таки вопросом? К чему все-таки нам нужно вернуться обратно? Или нет вопросов у вас? Что именно понравилось сегодня на уроке? Что вы бы хотели немного поменять? Чего бы вы хотели дополнить? Пожалуйста, напишите буквально 5-6 слов о впечатлениях, о том, что вы узнали, и что, чем вы бы хотели дополнить, и что вы еще бы хотели бы узнать. Пожалуйста, я вам даю на это 30-40 секунд. Каждый себе, давайте каждый индивидуально заполнит этот стикер. И потихоньку подойдет к дереву и прикрепит этот стикер. Я обязательно прочитаю ваши впечатления, ваши заметки обязательно и учту на следующем уроке. Пожалуйста, ребята, прикрепляйте свои стикеры. И чтобы на каждому не подходить к доске, в конце урока, когда вы будете выходить, вы прикрепите свои стикеры, хорошо? А теперь откройте дневники, пожалуйста, ребята. В конце урока, чтобы каждому не ходить, уходя, вы прикрепите на дерево ваши стикеры. Договорились? Откройте дневники, пожалуйста, ребята. Откройте дневники. Откройте дневники. Итак, вам необходимо дома выполнить хронологическую таблицу, да, хронологические даты события. Дальше параграф 5-6 пересказать. Параграф 5-6 пересказать. Заполнить хронологическую таблицу. Заполнить хронологическую таблицу. Заполнить хронологическую таблицу. Все? Пожалуйста, прикрепляйте свои стикеры. Ребята, отлично. Все сегодня поработали хорошо. Я очень довольна вами. Давайте. Пожалуйста, ваши стикеры можете прикреплять к доске. И можете также, пожалуйста, прочитайте, а что вы написали в своем стикере. Давайте пару человек мы послушаем. Тема была полностью раскрыта и понравился столь артистичный подход к теме. Отлично. Умничка. Все.